Костя, добрый день. Апошнім часам у топах навіна пра тое, што ў Беларусі адабралі чэмпіянат свету по хоккей. Твоё меркаванне на гэты конт? Ну, мое мнение известно. Я считаю, что это оправдано. И более того, мы не можем проводить вообще любые мероприятия какие-то, так скажем, потому что все чемпионаты мира – это праздник. Вот, а праздник, когда в стране происходит такой беспредел, ну, я думаю, что нельзя такое делать. Для чаго прыязджаў Рэне Фазел у Менск? Ужо ж было, мабыць, вядома, што не будзе ў нас ніякага чэмпіянату. Ўсё ж такі ён вырашыў прыехаць і паразмаўляць з Лукашэнкай. Што ён, на твою думку, донес до яго ці для белорусского народа? Да, я думаю, ничего он не донес. Уже высказывались по этому поводу с Надеждой Остапчук о том, что ведется активно, значит, следствие по поводу коррупционных схем самого Рэне Фазеля. Вот, и я деталей не знаю, поэтому много тут сказать не могу, но могу лишь только предположить, что есть какие-то еще другие вещи, о которых мы пока не знаем, но надеюсь, что в скором будущем, как мы уже видим, да, и как вот Байсол работает, показывает людям правду. В скором будущем мы много чего узнаем. Калі хоккейное першынство гэта яшчэ ў перспектыве, у траўні невядома, дзе оно будзе, то ў Егіпце праходзіць чэмпіянат свету по гандболе сярод мужчынскіх каманд, і там выступае наша зборная. Скажем так, у першым коле згулялі ўнічыю з расіянамі, перагулялі карейцаў, саступілі славенцаў, вышлі ў другі этап, але все ж таки гулялі не вельмі. Ты як спецыяліст, што можаш сказаць? Честно говоря, не слежу за чемпионатом, и, наверное, вот здесь вот просто без комментариев. Возможно, в ближайшем будущем, ну, я объясню свое решение, почему я вообще не смотрю за этим чемпионатом. Просто надо сделать какую-то определенную паузу, чтобы понять, что вообще происходит. Потому что, насколько я знаю, что многие из спортсменов не поддерживают то, что сейчас происходит. И мое мнение, что ребята, которые играют в сборной, они также должны на это акцентировать внимание. Мало просто там сфотографироваться и держа в руках флаг БЧБ. То есть надо еще делать что-то. Да. Ну, ребята играют. Я думаю, что интерес каковой сейчас вообще в целом Беларуси к спорту, он небольшой. Тем более к тем спортсменам, которые не проявляют свою гражданскую позицию, а ведут себя вот так, как им говорят. Твой фаворит, ці за кого ты калісьці заўзеў, ці хто хочаш, каб перамог на гэтым чэмпіянаце? Ну, вообще, если брать, то, конечно, мой фаворит это всегда была сборная Беларуси. То есть я всегда за нее болел и всегда и радуюсь всем успехам, все, что происходит у нас в моем виде спорта. Вот. А в целом, конечно же, очень хотел бы, чтобы в этом году выстрелила сборная Польши, потому что они долго там омолаживали состав, и сейчас, я думаю, тот момент, когда они действительно могут себя проявить. Ты давно ў гандболе. Такія легендарныя прозвішчы, як Спартак Мираднович, Александр Каршакевич, Юрый Шаўцоў, тут дадаўся ўжо і Сергей Рутенко. Цяпер іх аб'ядноўвае тое, што яны падпісалі праўладнае пісьмо. І што, на твою думку, адбываецца ў гаспадарцы Канаплёва? Гэта павінна так быць, ці ты трохі, скажем так, быў у шоку ад того, что они зрабілі? Коноплев – это протеже Лукашенко, и в целом он даже по поведению, как он себя ведет, манера речи, ну, напоминает диктатора, да, то есть и по сути дела
там происходит все то же самое, что происходит у нас вообще в целом в стране. То есть там есть накачка, там есть, так скажем, какие-то такие внегласные намеки на, ну, не подпишешь, значит, не будет этого. Поэтому, ну, я думаю, что люди сами все прекрасно понимают, и они лишь сейчас, насколько я знаю, вот общался тоже с ребятами, которые подписали. Я думал, что они как бы мои друзья и коллеги, но сейчас я понял о том, что, ну, далеко это не так. Не могу не запытацца пра той выпадак, які адбыўся з вашым аб'яднаннем вольных спартоўцаў. Вы хацелі правесці, скажем так, турнір футбольны, пагуляць з заўзятарамі, прыехалі ў залу на сталічную вуліцу Філімонава, вам там вырубілі святло і сказалі да пабачэння. Можаш падрабязнасці, што это было? Я думаю, была какая-то провокация со стороны, значит, директора комплекса. Вот, как мы знаем, что там пришел новый специалист молодой. Ну, это так было топорно, на самом деле. Собралось очень много людей, детишек. На улице было где-то в районе минус 20. Нас просто-напросто, мы оплатили зал, и нас просто-напросто как бы выгнали оттуда, да, под предлогом, что у нас нету света. Хотя свет был и в фойе, в раздевалках. Я немножко знаю там, как все включается. Мне сразу, я попросил, сказал, давайте я включу сейчас свет, нет проблем. Я знаю, где выключатели, и мне запретили это сделать. Потом уже через какую-то паузу, там через минут 20-30, пока мы разговаривали, мне потом уже сказали, ну иди, можешь включать. То есть, ну, естественно, мы не маленькие дети, мы понимаем, что есть где-то центральный рубильник, который отвечает за предохранители. Соответственно, ну, цирк. Напрыканцы хочу запытацца, якія далей планы ў галоўнага трэнера гандбольнага клубу «Віцязь» Канстанціна Якулева, і ўвогуле ці існуе зараз каманда, ці падтрымліваюць хлопцы форму, ці, маўляў, ну, выкинули аж чемпионату, ну и махнули рукой, уже, так скажем, разышліся, что ў наступны чэмпіянат таксама нас не прымуць. І яшчэ одно пытанне про соцбай, что вы дапамагалі, шмат кому дапамагаеце, і таксама якія у вас перспективы и планы? Я, как активист, хотел бы сделать максимально больше полезного для того, чтобы свергнуть этот режим и работать, как бы, так скажем, в этом направлении. Так скажем, мои мысли сейчас направлены только туда, потому что думать сейчас конкретно о гандболе, о клубе невозможно, потому что, ну, в этой стране наш клуб, он не будет, да, то есть он не будет существовать, ему не дадут просто-напросто. И пример элементарный с нашим рождественским турниром то подтверждает, что нас не пустят в залы, да, то есть это уже понятно, очевидно на моем примере, как меня уволили с работы в БНТУ преподавателем. Ну, и здесь такая же ситуация, поэтому я туда далеко не смотрю. Ребята тренируются 3 раза в неделю. Шатка-валка, есть определенные трудности, понимаю, что где-то мотивация у парней уже упала. Вот. Буду счастлив, если они сами найдут себе какой-то клуб. А что касаемо перспектив свободного объединения спортсменов, то, конечно же, следующим этапом мы очень бы хотели всячески и будем способствовать тому расследованию по Дмитрию Баскову, да, чтобы как бы справедливость восторжествовала и этого человека, действия этого человека дали какую-то правовую оценку ИХФ и соответствующие органы. Нагадаю, что мы размаўлялі з Канстанцінам Якулевым, галоўным трэнерам клуба «Віцязь». Дмитрий Суханович, Белсат.